Добрый вечер, здравствуйте. В студии вновь Николай Борисов, а значит обзор чрезвычайных происшествий. В Алданском районе проверили информацию о вырубке лесов компании Nordgold. Также компания добывала золото без первичной геологической документации. Установлено, что в нарушение лицензионных требований и технического проекта разработки месторождения ручья Редерги ООО «Нордголд» добыча золота осуществлялась в отсутствие первичной геологической документации. Привлеченными к прокурорской проверке специалистами Алданского лесничества выявлены нарушения лесного законодательства, выразившиеся в незаконной рубке лесных насаждений в количестве 48 деревьев. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила свыше 72 тысяч рублей. По результатам проведенной проверки прокуратура района внесла в адрес директора ООО «Нордголд» представление, которое находится на рассмотрении. Возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых виновным назначены штрафы в размере более 500 тысяч рублей. Также принято решение о приостановлении действия лицензии ООО «Нордголд». Напомним, первое загрязнение реки компании произошло в августе. Тогда штраф без учета ущерба составил 98 тысяч рублей. Второе загрязнение произошло в сентябре. Спасатели продолжают поиски двух мужчин в Кобяйском районе Якутии. Напомним, 16 сентября на реке Лени в районе местности Тас-Тумус опрокинулась моторная лодка. Были организованы поисковые мероприятия. Работы результатов не дали из-за неверного указания места происшествия. Также они проходят в сложных условиях при низкой температуре воздуха, снегопаде и сильном порывистом ветре. В Ленске водитель внедорожника сбил мотоциклиста. Последний получил ушибы и сотрясение мозга. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Якутии, авария случилась в субботу на перекрестке улиц Заозерная и Пролетарская. 44-летний водитель Nissan X-Trail, поворачивая налево, когда столкнулся с 29-летним мотоциклистом. Оба были трезвы. Двое неизвестных похитили у женщины сумку с продуктами и документами. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал их буквально по горячим следам. Помогли отпечатки протекторов обуви. Женщина совершила покупку в магазине села Майя и направилась к стоянке такси, чтобы уехать домой в Нижний Бестях. В безлюдном месте в одном из проулков на нее напали и выхватили сумку. По предположениям потерпевшей, злоумышленники преследовали ее еще от магазина. Мужчины сразу ретировались, а пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. В дежурную часть отдела полиции района доставлены 56-летний уроженец Мегино-Кангаласского района, ранее неоднократно судимый за имущественные и тяжкие преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы. А также задержан его подельник, неработающий местный житель. Пара опасных преступников может скрываться в Якутии. При любой информации о них просьба сообщит по телефону 8 914 510 8606. Как сообщает МВД, их разыскивают по подозрению в совершении особо тяжкого преступления в Чите. Ионов Дмитрий Николаевич, 1977 года рождения, уроженец города Пермь, лицо категории бомж. На вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 сантиметров. Особые приметы: на кисти правой руки татуировка «За-вас». Имеются иные татуировки. Кличка «Большой». Ушакова Мария Викторовна, 1988 года рождения, уроженка Читинской области. Лицо категории бомж. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Имеет неопрятный внешний вид. Кличка Махоня. Следственный комитет опубликовал видео перевернувшейся лодки, в результате которого утонули трое мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Тела пострадавших были обнаружены около причальной стены коммерческой организации. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается личность погибших. Предварительно известно, что перед происшествием они употребляли спиртные напитки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Монумент в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филиппове открыли в городе Черемхово Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Роман Филиппов погиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25 подбили боевики в небе над сирийской провинцией Идлиб. Пилот до последнего пытался спасти боевую машину. Катапультировавшись, летчик попал в окружение. Он бился до последнего патрона и, чтобы не оказаться в плену, подорвал себя гранатой. Роману Филиппову посмертно присвоено звание Героя России.
Глава Министерства обороны Нидерландов Анк Беллевент в эфире национального телевидения заявила, что ее страна ведет кибервойну с Россией. Она упомянула, что Нидерланды якобы отразили кибератаки России на организацию по запрещению химического оружия «Всемирное антидопинговое агентство», а также пресекли попытку Москвы получить доступ к секретным материалам расследования крушения самолета над Донбассом. Как передает Интерфакс, в начале октября министр обороны Нидерландов объявила, что спецслужбы страны при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку 4 россиян на организацию по запрещению химического оружия. Обвиняемые в организации атаки, которых Гага называет агентами ГРУ, были высланы из страны. Комментируя эту ситуацию, российский МИД заявил, что высланные россияне являлись техническими специалистами, а их поездка была рутинной. Живые мертвецы наводнили улицы чилийской столицы Сантьяго. Тут прошел 10-й ежегодный парад зомби, в котором приняли участие сотни любителей живых мертвецов, рассказывает Артем Сторонов. Улицы чилийской столицы в субботу заполонили полчища восставших мертвецов. Сотни жителей Сантьяго решили присоединиться к 10-му ежегодному параду зомби. Участники достали из шкафов лучшие костюмы и постарались блеснуть своими навыками гримеров. Впрочем, не все решили быть именно зомби. Тут были и охотники на них, и герои фильма «Хищник», и даже Демогоргон из телесериала «Очень странные дела». Зомби – мои любимые создания. Я люблю их даже несмотря на то, что они страшные. Больше всего мне нравится, как они передвигаются, как живут, все в таком роде. Было здорово, очень классно. Весело фотографироваться с другими людьми и приятно, когда просят сфотографировать тебя. Мне понравилось. Парад зомби впервые состоялся в калифорнийском Сакраменто в 2001 году. С тех пор мероприятие распространилось на весь мир и теперь проходит во многих крупных городах, таких как Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Богота, Сингапур, Сан-Паулу и Франкфурт. На этом пока все. Хорошей рабочей недели и берегите себя.